В эфире программа «Актуальное интервью». Президент России во время телеобращения 11 мая сообщил о принятии дополнительных мер поддержки. В частности, о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. И ежемесячной выплате в течение 3 месяцев 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет. Сколько уже поступило заявлений? По каким причинам не всем с первого раза удается заполнить на сайте госуслуг заявление? Как и когда начнутся выплаты? Об этом мы сегодня спросим у управляющего отделением Пенсионного фонда России по республике Георгия Степанова. Георгий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. В первые дни после заявления президента о новых выплатах многие родители не смогли зайти на сайт госуслуг из-за большого наплыва посетителей. Устранена ли сейчас проблема? И разъясните, пожалуйста, заодно, как подать заявление на единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Значит, первые дни, безусловно, были проблемы, мы все наслышаны об этом, даже глава государства обратил на это внимание. Но на сегодня портал государственных услуг работает вполне стабильно. И на сегодня, значит, родители, а также опекуны детей в возрасте как и до 3 лет, так и от 3 до 16 лет могут через портал государственных услуг подать заявление на предоставление ежемесячной выплаты по 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев с апреля по июнь и также единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей в возрасте от 3 до 16 лет. Кроме того, можно подавать заявления также в клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда. Но здесь, конечно же, надо исходить из той ситуации, которая складывается в каждом из муниципальных образований республики. Допустим, у нас в Якутске сохраняется режим самоизоляции, поэтому мы ведем прием только по предварительной записи. Такая же ситуация у нас сохраняется и в Нерюнгри, и в Алдане, в Ленске, в Мирном, в Нижнем Вестяхе. И поэтому вот из двух основных способов подачи заявлений мы, конечно же, приоритет отдаем и ориентируем наших клиентов на использование именно электронных сервисов. А что делать, если нет учетной записи в госуслугах? Учетную запись надо создать, тем более сейчас это можно сделать дистанционно. Если у вас есть подтвержденные учетные записи в таких кредитных учреждениях, как Сбербанк, Почта Банк, Тинькофф, учетную запись на портале государственных услуг можно подтвердить с помощью вот этих онлайн-банковских услуг. Ну а у тех, у кого совершенно безвыходная ситуация, нет никакой возможности, то, я еще раз повторюсь, клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда принимают указанные заявления. А также хочу напомнить, что срок подачи заявлений достаточно длительный. У родителей есть время до 1 октября 2020 года. Георгий Михайлович, могут ли опекуны подать заявление на выплату? Да, как я уже сказал, могут. Это новшество вот последнего указа президента 317 от 11 мая. Если раньше выплата детям до 3 лет по 5 тысяч, она была привязана к праву на материнский семейный капитал, таким образом в основном заявления могли подавать только матери, то после внесения изменений в 249 указ президента и расширение круга получателей выплат по 5 тысяч рублей и также на выплаты по 10 тысяч рублей также могут претендовать, ее могут получить дети, которые воспитываются в приемных семьях, а также в детских учреждениях. Поэтому опекуны имеют полное право написать заявление. Единственное здесь исключение в способе подачи заявления. Опекуны могут подавать заявление на установленные выплаты только исключительно путем личного обращения в клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда.
Что делать, если при оформлении выплаты в 10 тысяч рублей на сайте госуслуг номер СНИЛС ребенка не прошел проверку? Как показывает опыт и как показывает практика, именно такая проблема чаще всего возникает у многих заявителей. Надо отметить, что эта проблема возникала в начале, да, вот 12-13 числа, когда только было анонсировано об этих выплатах и когда только появилась техническая возможность на портале государственных услуг. Здесь мы разработали очень простые, понятные, доступные памятки. Они размещены на страницах отделения пенсионного фонда во всех социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте. Поэтому, если у кого-то возникают сложности, то необходимо обратиться к этим инструкциям. От себя я бы хотел добавить, что лучше заполнить все данные детей непосредственно в профиле в личного кабинета на портале государственных услуг. Если вы заполняете все эти данные и правильно заполняете, без лишних знаков, без лишних пробелов, вот у нас самая такая распространенная ошибка – заполнение СНИЛС. После того, как они забили номер СНИЛСа, еще оставляют пробел. Ну, система, она очень умная, она этот пробел воспринимает как неправильный знак. И оттого бывают и такие сообщения. Поэтому очень аккуратно, очень внимательно заполнить профиль, завести туда данные всех детей и уже только потом переходить на вкладку, значит, там, где надо написать заявление на эти выплаты. И уже из профиля выбрать ваших детей. Поэтому вот если вы будете каждый раз набивать детей только в форме заявления, естественно, у вас будут какие-то определенные технические сложности. Георгий Михайлович, а нужно ли повторно подавать заявление на получение 5000 рублей на ребенка в мае и июне, если уже обращались в апреле родители? Я так понимаю, что это касается первых выплат. Это именно те выплаты, которые были установлены семьям, которые имеют право на материнский семейный капитал. Здесь писать вторых, третьих заявлений не нужно. Все те заявления, которые мы получили в апреле месяце, мы их обработали более 20 тысяч заявлений. И уже более 20 тысяч заявительниц получили указанные средства. И также они получили за май месяц, мы 12 мая профинансировали. Писать ни в мае, ни в июне не нужно. Именно вот по этим заявлениям, которые были у нас по первому указу президента. Одного заявления достаточно для того, чтобы мы осуществили выплаты как за апрель, за май и за июнь. Естественно, при условии того, что в последующих месяцах, то есть в мае и в июне, вашим детям не исполнится 3 лет. Заявление подали. В какие сроки будут произведены выплаты? Сколько времени это занимает? Правительство Российской Федерации утвердило порядок рассмотрения указанных заявлений и обращений, в соответствии с которым для нас установлен 5-дневный срок для рассмотрения поступивших заявлений, то есть в течение 5 рабочих дней мы должны вынести решение. Или удовлетворить заявление, обращение, или отказать в удовлетворении этого заявления. И если мы выносим положительное решение, то в течение 3 последующих рабочих дней мы обязаны профинансировать указанные выплаты на те счета банковские, которые указывают заявители в своих заявлениях. Здесь я бы также хотел обратить особое внимание, что как и на выплату по 5 тысяч, так и на выплату по 10 тысяч, эти указанные выплаты можно получить только исключительно в кредитных учреждениях, то есть в банках. Никаких почтовых переводов, никаких личных доставок на дом здесь быть не может. И поэтому тоже очень внимательно заявителям, родителям, как и отцам, так и матерям, необходимо заполнить корректные, полные банковские реквизиты.
Расскажите еще, а как будут проводиться выплаты пенсии в мае и июне месяце? В мае и в июне месяце у нас пенсии будут выплачиваться согласно установленному графику. На сегодня мы уже через Почту России доставлено 92% пенсий, а и на почте у нас по всей республике их получают 75 тысяч человек. На сегодня мы профинансировали все кредитные учреждения с графиком выплаты 8, 10, 15, 16 мая. И последние выплаты по кредитным учреждениям в мае месяце у нас будут 20 мая. Что касается почты, мы по всей республике, согласно установленному графику, с 5 по 20 мая должны завершить доставку всех пенсий. С учетом того, что у нас были длительные праздничные дни в начале месяца, Почта России в некоторых районах начала доставку чуть пораньше, 3 и 4 мая. В городе Якутске доставка у нас осуществляется с 5 мая по графику. Хочу также обратить внимание уважаемых наших пенсионеров, что пенсия в мае месяце в кассах отделений почтовой связи выдаваться не будет. Все пенсии с учетом сложившейся ситуации, с учетом положений указа главы республики, требующих от нас самоизоляции, особенно лиц старше 65 лет, все те пенсии, которые ранее выплачивались в кассах отделений почтовой связи, они все будут доставляться на дом. И в июне месяце тоже у нас не ожидается никаких изменений, по крайней мере на сегодняшний день, доставки пенсий. Также в соответствии с утвержденным графиком будет осуществлена доставка пенсий в июне месяце. Да, Георгий Михайлович, спасибо за беседу и удачи вам. Спасибо вам. О выплатах семьям с детьми мы говорили с управляющим отделением Пенсионного фонда России по республике Георгием Степановым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.